Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике Абхазии, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обнародованный западными СМИ мирный план американского лидера Дональда Трампа по Украине. В своем обращении, опубликованном в официальном телеграм-канале, Зеленский заявил, что хочет внести правки в план Трампа, чтобы сохранить в нем, цитата, «честь и достоинство украинцев». Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая и дальнейшие риски, сказал Зеленский. Киев, по его словам, воздержится от громких заявлений и продолжит, цитата, «спокойно работать с Америкой и всеми партнерами». План Трампа о мирном урегулировании украинского конфликта из 28 пунктов включил в себя территориальные уступки Киева России, ограничение вооруженных сил ВСУ и отказ Украины от вступления в НАТО. Текст этого плана попал в распоряжение издания Axios, и, как сообщили ему источники в правительстве США, и источник, знакомый с ходом переговоров, был верифицирован украинскими властями. За разработку плана отвечал спецпредставитель президента США Стивен Уитков. В его создании также поучаствовал госсекретарь Марко Рубио. Кроме того, Уитков проводил консультации касательно плана с российским представителем Кириллом Дмитриевым. Тот оптимистично отнесся к мерам американских властей, заявив, что позиция России наконец была услышана. При этом касательно Украины этот план является, цитата, «непростым», как заявил высокопоставленный чиновник из Белого дома, но США настаивают на нем, так как в противном случае Киев рискует потерять еще больше территории. В документе говорится, что российскими, в том числе со стороны США, де-факто будут признаны Луганская и Донецкая области, а также Крым. ВСУ выйдут с территории Донецкой области, которую сейчас контролируют, для создания там нейтральной демилитаризированной буферной зоны, которая международно будет признана российской. Боевые действия в Херсонской и Запорожской областях будут заморожены по линии соприкосновения, а Россия откажется от других территорий, занятых за пределами этих 5 регионов. План также подтверждает суверенитет Украины. Один из его пунктов предусматривает подписание договора об отказе от агрессии между Россией, Украиной и странами Европы. Россия также принимает на себя обязательство не вторгаться в другие страны, при этом НАТО отказывается от дальнейшего расширения. Между Москвой и Альянсом будет возобновлен диалог по решению всех вопросов, связанных с безопасностью, в целях расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития. Посредником в этом диалоге должен выступить Вашингтон. Кроме того, будет подтверждено право Украины на членство в Европейском Союзе, а Киев получит краткосрочный льготный доступ к европейскому рынку. При этом власти Украины должны принять на себя обязательство соблюдать нормы ЕС относительно религиозных свобод и языковых меньшинств. В самой Украине в течение 100 дней проводятся президентские выборы. Украина же, согласно плану, получит гарантии безопасности, сокращает свои вооруженные силы до 600 тысяч человек. Отказ от членства Киева в Североатлантическом альянсе прописывается в Конституции страны, а НАТО обязуется не принимать Киев в будущем и воздерживается от размещения своих войск на Украине. Если же Украина нападет на Россию, гарантии безопасности от США будут потеряны. А если вторжение произойдет со стороны России, тогда она получит решительный, скоординированный военный ответ со стороны Запада. Конец цитаты. При этом европейские страны разместят свой контингент, выражающийся в истребителях, на территории Польши. Следует понимать, что опубликованный в СМИ план пока не авторизован американскими властями, так что относиться к нему стоит соответствующе, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Упомянутый план, пусть и демонстрирует постепенное движение американской позиции навстречу интересам России, содержит в себе много странных и двусмысленных пунктов. Например, эксперт отмечает, что ограничение украинской армии 600 тысячами человек фактически означает отказ от ее сокращения
размещения в мирное время в ВСУ составляли всего 250 тысяч человек. Невнятно в плане прописаны также гарантии демилитаризации Украины, сохранение части Запорожской и Херсонской областей под контролем Украины противоречит неоднократно подтвержденной позиции России, что она не намерена отказываться от своей конституционной территории, говорит Силаев. Кроме того, Украина уже заявила в ООН о неприемлемости ряда пунктов этого плана. План Трампа является очередной итерацией в попытках мирного урегулирования украинского конфликта, и контуры предполагаемых договоренностей с каждым разом выглядят все более соблазнительно для России, замечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он подчеркнул, что для Украины же с каждым разом условия ухудшаются, но этот план может и не быть финальным шагом в урегулировании. Трамп, несмотря на все свое влияние, не всемогущ. По мнению эксперта, процесс будет продолжаться, а окружение Трампа реально демонстрирует свою решимость развязаться с украинским конфликтом. Изначально Белый дом дал понять президенту Украины, что Киев должен принять разработанный США план, состоящий из 28 пунктов до 27 ноября. Об этом сообщило издание New York Times. Однако уже сегодня стало известно, что на переговорах в Женеве мирный план Трампа был подвергнут некоторым изменениям. В ходе переговоров в Швейцарии делегации США и Украины претерпели изменения 28 пунктов мирного плана, предложенного ранее главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на западного чиновника. Еще до начала встречи газета Financial Times писала, что ситуация с документом довольно неопределенная и очень подвижная. Также стало известно, что делегация США обвинила представителей украинской в утечке в американскую прессу подробностей мирного плана. Но даже несмотря на все это, западные СМИ пишут, что данный документ дает России дипломатическое преимущество в переговорном процессе. В обсуждении мирного плана для Украины в Женеве участвовали представители США, европейских стран и украинская делегация. Среди американских участников были госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уитков. Газета Financial Times писала, что позиция американцев касаемо их плана была неопределенная. Она менялась буквально каждый час. Правда, после окончания встречи Рубио сообщил, что существующая редакция плана является, цитата, «очень хорошим рабочим продуктом». Он подчеркнул, что документ был разработан с учетом мнений всех участников процесса, однако все же нуждается в доработке. После окончания основных переговоров американские и украинские специалисты незамедлительно приступили к внесению корректировок в документ, рассказал госсекретарь США. Издание New York Times со ссылкой на западного чиновника пишет, что текущая версия плана претерпела изменения по сравнению с тем вариантом, который был обнародован депутатом Верховной Рады 20 ноября. Корректировки были сделаны после того, как план обсудили представители официальных лиц США и Украины. Однако издание не уточняет, какие именно из пунктов документа подверглись изменениям. Проект мирного плана США по Украине вновь обеспечивает России дипломатическое преимущество в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом говорится в материале Reuters. Похоже, что проект мирного плана возвращает дипломатическое преимущество Москве, написало агентство. Материал опубликован на сайте Reuters. По данным издания, проект американской стороны включает в себя многие ключевые требования России и предлагает Украине лишь расплывчатые заверения в надежных гарантиях безопасности. Авторы статьи считают, что данный план представлен крайне значимый для правительства Киева период. В настоящее время Российская Федерация демонстрирует успехи на некоторых участках фронта, а президент Украины Владимир Зеленский испытывает давление из-за масштабного коррупционного скандала, в который оказались втянуты несколько министров и ближайших соратников главы государства. В Кремле ранее подчеркнули, что Российская Федерация сохраняет готовность к переговорному процессу. Страна по-прежнему ориентируется на результаты обсуждений, состоявшихся в Анкоридже. В свою очередь, президент России Владимир Путин высказал мнение о том, что администрация Соединенных Штатов, по всей видимости, не может добиться согласия со стороны Киева. По словам главы российского государства, Украина и ее европейские партнеры пребывают в заблуждении, продолжая надеяться на, цитата, «стратегическое поражение России в военном конфликте». Президент России также отметил, что американский план по достижению мира потенциально может быть использован при разработке будущего документа об урегулировании украинской ситуации. Мирный план президента Трампа по урегулированию
ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске. И в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость. Основной смысл встречи на Аляске, основная цель встречи на Аляске заключалась в том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы, тем не менее, с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость. По всем этим вопросам мы подробно проинформировали всех наших друзей, партнеров глобального Юга, включая Китайскую Народную Республику, Индию, Корейскую Народно-Демократическую Республику, ЮАР, Бразилию, многие другие страны и страны ОДКБ, разумеется. Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности. Однако мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов. У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сейчас не буду обсуждать эту сторону дела, но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о положении, реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести. Только один самый свежий пример – Купянск. Совсем недавно, как мы помним, 4, по-моему, ноября, то есть 2 недели тому назад, в Киеве публично заявляли, что в этом городе находятся не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками. Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена. О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить. Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее,
готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Киева сокращается пространство для свободы принятия решений. Представитель Кремля призвал Зеленского начать договариваться уже сейчас. Кроме того, отмечается, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве проходят на фоне ранее озвученных заявлений российской стороны о том, что американская сторона просит Россию пойти на компромиссы. Подробнее эту тему мы обсудили с политологом, экспертом Международного клуба «Валдай» Андреем Кортуновым. Предлагаем вам интервью с ним. Здравствуйте, Андрей Вадимович. Мы хотели бы сегодня обсудить с вами несколько вопросов. Спасибо большое, что вы согласились дать нам комментарии, интервью. Во-первых, хотели бы поговорить о мирном плане США по Украине. И сейчас ему многие дают оценки. Например, издание Reuters написало, что это скорее российский план. Вот как вам кажется, так ли это на самом деле? Ну, мне кажется, что вообще говорить о представленном документе как о завершенном плане, наверное, пока что преждевременно. Да, там 28 пунктов и затрагивается очень широкий круг вопросов, но прописаны там эти пункты очень, ну, скажем так, кратко. И, конечно, потребуется еще очень большая работа для того, чтобы развернуть те положения, которые находятся в этом плане. Но если давать ему оценку в том виде, в котором он сегодня существует, то можно сказать, что он в наибольшей степени отвечает интересам России по сравнению с многочисленными другими предложениями, которые вот на протяжении уже почти 4 лет исходили из Запада. То есть действительно предпринята попытка учесть интересы безопасности Российской Федерации, хотя, конечно, какие-то положения этого плана наверняка вызовут вопросы в Москве, поскольку не во всем он, скажем так, совпадает с нынешней российской официальной позицией. А как вам кажется, вот примерно какие вот эти сложные положения, которые могут действительно вызвать вопросы в Москве, что бы вы именно отметили? Ну, скажем, вопросы, касающиеся размеров будущего военного потенциала Украины. Угу. Я думаю, что в Москве хотели бы получить гарантии более радикальных сокращений этого военного потенциала с тем, чтобы Украина не представляла бы даже, сказать, там, символической угрозы российской безопасности. Трамп, насколько я понимаю, пока что к этому не готов. Он хотел бы, чтобы Украина сохранила боеспособную армию, которая бы измеряла сотнями тысяч людей. Причем предполагается, что эта армия будет оснащена современным вооружением, в том числе за счет поставок американского оружия на деньги европейских партнеров Украины. Здесь, конечно, возможны определенные расхождения. Мгм. То есть вы в этом смысле поддерживаете, я читала сегодня мнение военного эксперта, который вот как раз в этом смысле назвал этот план таким троянским конем, что в мирное время раньше было 250 тысяч, да, вот, скажем, армия Украины. Вы имеете в виду, что вот в этом смысле это некое такое противоречие, как может быть уменьшено тогда до 600 тысяч. Правильно ли я поняла вашу мысль? Да, причем, насколько мы знаем, вот сейчас после состоявшихся переговоров Соединенных Штатов и Украины в Женеве, даже эта цифра в 600 тысяч человек не устраивает Киев. То есть они хотели бы иметь больше. Но справедливости ради надо заметить, что я помню, как шли переговоры еще в самом начале конфликта в Стамбуле. Там тоже были расхождения. То есть Россия и Украина занимали разные точки зрения по поводу того, какой потенциал является необходимым и достаточным для обеспечения безопасности Украины. Конечно, мы должны тоже учитывать и то обстоятельство, что само по себе количество людей в военной форме еще не единственный критерий эффективности вооруженных сил. То есть, конечно, там, часть этих людей могут быть отнесены, скажем, там, к какой-то национальной гвардии или выполнять другие функции. Многое будет зависеть и от характера вооружений, как я говорил, и от дислокации вооруженных сил, то есть на каком удалении от границы
с Россией они будут размещены. Многое будет зависеть от характера военно-технического сотрудничества вооруженных сил Украины с западными партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами. То есть вот как раз вот эта иллюстрация того, что план нуждается в конкретизации, в детализации на основе очень серьезного, вдумчивого экспертного обсуждения. К сожалению, вот такое обсуждение пока что еще практически не начиналось. И здесь вина лежит, конечно, на украинской стороне, поскольку в июле Россия выступила с предложением создать рабочие группы. Ну, как вы знаете, это предложение повисло в воздухе, группы так и не были созданы. А еще интересно то, что как только появился этот мирный план, вот сейчас заново, как будто бы Дональд Трамп поставил такое условие, по крайней мере, это прошло по всем СМИ, что Украина должна, даже как бы поставлен дедлайн до 27 ноября, сказать, что она привержена, да, этому плану или дать какой-то ответ. Как вам кажется, вот такое вот выстроение даже очень быстрого срока, да, решения этой проблемы, это способствует действительно желанию как-то вот, чтобы этот план заработал? Или это все-таки слишком жесткие рамки? Ну, вы знаете, вот это отражает переговорный стиль нынешнего американского президента. Он торопится, он не хочет ждать. Ему кажется, что многие проблемы можно решить очень быстро, если присутствует политическая воля. И, конечно, вот этот дедлайн, он очень жесткий. Но вот то, что мы сейчас наблюдаем по получению известий из Женевы, предполагает, что, конечно, украинская сторона будет упираться. То есть они, по всей видимости, не будут категорически отказываться от этого плана, но постараются внести в него некоторые изменения в своих интересах, а может быть даже и вообще подменить этот план некой договоренностью о прекращении огня. То есть здесь может получиться ситуация, сходная с тем, что сложилось после встречи российско-американского президента в Анкоридже в августе. Потом, как вы знаете, в Белый дом приехал Зеленский, группа европейских лидеров, и они фактически попытались всю повестку дня сместить от обсуждения вопросов урегулирования конфликта к обсуждению вопросов гарантии безопасности Украины. Я думаю, что вот сейчас будет такая же попытка, то есть украинская сторона, наверное, попробует из этого плана вытащить какие-то отдельные пункты, которые в наибольшей степени отвечают интересам Киева. И вот на этих пунктах и сделать акцент. И сказать, что вот, в этом и заключается наша поддержка плана. А остальные вопросы, самые сложные, принципиальные, политические, значимые вопросы, например, вопросы территориального размежевания или вопросы будущего статуса Украины в европейской безопасности. Вот все остальные вопросы надо отнести на встречу двух лидеров или вообще их решать в каком-то неопределенном будущем. То есть для Украины, конечно, важно сейчас добиться прекращения огня, при этом не беря на себя, насколько это возможно, никаких серьезных политических обязательств. Такая линия, скорее всего, будет продолжаться настолько, насколько это только возможно. То есть, по вашим словам, правильно ли я понимаю, что этот мирный план, он все-таки обречен и не будет принят таким, каким, по крайней мере, он был опубликован? Потому что многие уже говорят о том, что, возможно, скоро мир, возможно, скоро конец специальной военной операции. Пока ждать такого не стоит, да? Так мы понимаем это. Ну, я думаю, что все, конечно, мы бы хотели, чтобы был бы мир как можно быстрее. И в этом плане позиция Трампа, вот сделать все очень быстро, она, конечно, вызывает симпатию. Но очень много будет зависеть сейчас. Во-первых, как я уже говорил, от позиции Киева, поскольку, с одной стороны, да, они хотели бы ограничиться только договоренностями о прекращении огня, но при этом мы тоже понимаем, что в Киеве не хотели бы ссориться с Трампом. И в Европе тоже не хотели бы. Кроме того, надо учитывать и то обстоятельство, что обстановка по линии боевого соприкосновения быстро меняется не в пользу Киева. Это тоже дополнительный стимул для того, чтобы проявить какую-то большую гибкость. Поэтому я бы не сказал бы вот так сразу, что этот план обречен, что ничего из этого не получится. Мне кажется, такое заключение, по крайней мере на данный момент, было бы несколько преждевременным. Но при этом мы должны быть реалистами, понимать, что, конечно, к сожалению,
очень много есть препятствий на пути реализации этого плана, поэтому гарантии того, что конфликт завершится в ближайшие дни или там в ближайшие недели, ну, наверное, ни у кого сейчас быть не может. Мгм. А как вам кажется, вот с точки зрения, скажем так, имиджа самого Дональда Трампа, насколько важен этот мирный план и вот его возможное позитивное продвижение? Я думаю, что это важно для него. Он инвестировал в политический капитал, он взял на себя определенные обязательства. И, конечно, я думаю, что для него, ну пусть не мир, но прекращение огня – это одна из центральных внешнеполитических задач, которые Белый дом ставит перед собой в данный момент. И тем более, что Трамп все-таки, я думаю, надеется получить и Нобелевскую премию мира. Вот в этом году не удалось, но может быть в будущем году. Он говорит о том, что он уже завершил много конфликтов. И, конечно, это важно. Ему трудно будет выйти из переговорного процесса, умыть руки и сказать, ну вот, если хотите, продолжайте друг друга убивать, я здесь уже ни при чем. Думаю, что он все-таки будет пытаться, именно потому, что слишком глубоко он уже в этом конфликте завяз. Ну и кроме того, конечно, он все-таки рассчитывает на то, что ему удастся каким-то образом восстановить американо-российские отношения. Это будет непросто, но я думаю, что такую цель он тоже перед собой ставит. Андрей Вадимович, благодарим вас, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.